За всю мою жизнь ни одной истории не удавалось так глубоко меня потрясти. Долгие годы я вынашивала ее в своем сердце, пока, наконец, не записала. Когда речь заходит о настоящей любви и преданности, перед моими глазами предстает образ Яргунат. Тават, Да, что у вас нового? все хорошо. Говорят, ребята вернулись с пастбища. Ты хочешь сказать, вернулся ли Ярни? Все ли у него хорошо? Да. Тават, ты гляди, как Яргунат покраснела. Ах, заловка, змеиная головка. Разве можно так смущать невесты? Разве ты не видишь, как у бедной девушки сердце колотится? Ну, ребята, совсем немного осталось. До вечера закончите косить. Я должен идти. Твои дела когда-нибудь закончатся? Ну ты даешь. Скажи-ка, а кто будет всю эту траву косить? Мы же обещали дяде Магомеду. Верну через пару часов. Знаем мы, когда ты вернешься. Иди, иди уже. Играй на своей дуде. Вы бы видели, как братец вошел в дом? И знаете, что он первым делом спросил? Что спросил? Где Яргунат? Откуда мне знать, говорю? Где она может быть? В своем доме? Разве ты у нас ее оставлял? О, столько вопросов назадавал. Гляди-ка, это Ярни тебя зовет. Ну что же ты стоишь? Ну иди же. Интересно, где он? Где? Неужто он не сообщил тебе где? Ступай, ступай. Иди на звук. Он тебя приведет куда надо. Смотри, не споткнись. Беги, беги. На, теперь твоя очередь. Моя? Держи. Свои пальцы держи вот так. Теперь играй. Я не умею. Давай еще раз покажу.
Тише, тише. Тихо, Это же Суна. только бы не заметила. Не шуми. Увидела бы нас Суна, опозорились бы. Это точно. Яргунат. На пастбище для меня дни тянулись словно годы. Сердце без тебя разрывалось. Вот бы нам с тобой всю жизнь вместе провести. Закрой глаза. Что? Закрой глаза, сосчитай до 10 и открой. Зачем? Делай, что говорят. Закрой глаза. Сосчитай до 10, потом открой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Открыть? Ярмет, я открываю. Ярмет, Ярмет? Ярмет, 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 где же ты? Выходи. Ярмет. Ярмет. Ну где же ты? Так нечестно, я боюсь. Ну выходи уже. Это совсем не смешно. Ненормальный. Ты с ума сошел? Чуть сердце не лопнуло. Скажи, что любишь Отпусти меня. меня. Ну, Отпусти пожалуйста, меня. хотя бы разочек. Ни за что не скажу. Лезгинские свадьбы не обходились без песен. Под эти песни женщины несли свадебные подарки в дом невесты. Dağ deniz sineli bala, sileri çada, sazgile vaz bala, sazgile vaz. Bunda karday bala, nizikili gida, sen fizgayı bala, söz kole vaz. Perizada bala hay güzel yar, hele bayrik bala kay güzel yar. Perizada bala hay güzel yar, hele bayrik bala kay güzel yar. Ярмет, сынок, Да, мама. иди, родненький, умойся. Небось, устал очень. Я приготовила вкусный соус. Сядь, поешь немного. Я не голоден, мама. С ребятами на лугу поел. Сынок, так это же было утром, а сейчас уже вечер. Траву закончили косить? Да, мама. Закончили. А где Тават? С девчатами. Сейчас вернется. С тех пор, как вернулся с пастбища, тебя дома не найти. Сядь, отдохни немного. Времени нет. Меня ребята ждут. На свадьбу собираемся. Знаю я, что с тобой творится. Ну, мама. Яргунат, отец хочет чаю. Самовар вскипел. Сейчас иду.
Добрые были у нас традиции. Вечером на свадьбу собирался весь народ. В тот вечер была свадьба Джамала и Кёсер. Именно подавать гиля. Шагвая катая. Ярмет? Ярмет? Что ты тут делаешь? Как ты, Ярмет? Девочки, ну мы пошли. Как я? Спокойной ночи. Ты еще спрашиваешь? Ты что, обиделся на меня? А чего обижаться? Шустрее надо было быть. Не мог раньше пойти потанцевать, пока Усман не зашевелился? Его очередь была раньше моей. А что было делать Эргунат? Усман, обожди, пока я с Ярметом потанцую. Так она должна была сказать. Что ты пристал к ней? Или традиции менять надумал? Да разве я что-то говорю?
Добрый вечер, Хамдулла. Добрый вечер. Ступай домой. Сколько раз тебе говорить? Сколько можно повторять, чтобы ты держался подальше от Ергунат? Смотри, Ярмет, последний раз тебе говорю. Если я еще раз увижу тебя рядом с моей сестрой, пеняй на себя. Мои вещи готовы? Да, готовы. Сейчас принесу. Хамдулла, подожди. Хамдулла, возьми яблоки. Чтоб я этого щенка больше здесь не видел. Сынок, ты на неделю? Да, отец, недели вполне хватит. Закончу дела и обратно. Иншаллах. Пойдем. Сынок, ты даже не позавтракал. Я поел, мама. Дорога дальняя. Выведи коня. Да, девочки, новостей много. Здравствуй, Ярмет. Здравствуй. Что это с тобой? Ты же знаешь, что я ненавижу Усмана. Что делать? Он встал передо мной. Вот мне и пришлось с ним танцевать. Смейся, смейся. А я до утра глаз не сомкнул. Сам виноват. Не уходил бы со свадьбы, обидевшись. Подождал бы своей очереди. Знаешь что? Что бы ты ни говорила, завтра я приду к вам сватать тебя. Так и скажу, дядя Магомед, тетя Иминат. У каждого своя судьба. А Ергунат — это моя судьба. Разрешите нам пожениться. О, Аллах, да что ты такое говоришь? Не делай этого. Пусть гнев Амдуллаха поостынет. Да и что наши о тебе подумают? Скажут, неужели у него нет никого из старших? Если Аллаху так угодно, что может поделать его раб? Что там? Ну где же этот теленок? Что ты там увидел? Тише, пригнись. Где же ты? Что случилось? Что ты делаешь? Разве не знаешь, что когда я тебя не вижу, у меня сердце разрывается? Узнаешь? Это же колокольчик нашего теленка. Ну и что? Где теленок? В лесу. Пусть к нашей свадьбе Жиркан гуляет. Ах ты хитрец! Спрятал его, чтобы я за ним пришла. Сейчас же приведи его обратно. Ты меня с ума сводишь, понимаешь? Что случилось? Палец поранила? Дай-ка посмотрю. И где же? Что где? Кольцо любимого должно быть на пальце любимой. Понял? Ты только дай согласие. И кольцо будет, и свадьба, и все. А ты сватов прислал, чтоб я дала согласие? Хочешь, я своих к вам завтра же отправлю? Какой ужас! Нас заметили, я опозорена. Сувар! А теленок? Как увел, так и вернешь. Сувар! Погоди! Магомед, послушай, давай выдадим дочь за Усмана. Что скажешь? Салиха давно хочет к нам заслать сватов. За Усмана? Сына мельника Велибега?
Но Яргунат еще совсем ребенок. Магомед, когда девочка рождается, она, едва открыв глаза, говорит: это не мой дом. Какой она ребенок, 18 лет? Давай выдадим ее за Усмана. А что, если он ей не нравится? У нее на уме Ярмет. Но он не из тех, кто сможет содержать семью. Надо, чтобы у мужа жена как сыр в масле каталась. Вот как у меня. Тогда пойду обрадую Салихат. Ekin yaru yaralay, yar bulaktal yaralay. Saz yarguna sayer, yaraguna yaralay. Saz yarguna sayer, Вот у Джамала с Кевсара была свадьба. Кроме нас, все влюбленные находят свое счастье. Наступит ли для нас такой день? У каждого своя судьба. Твои хоть теперь согласятся, чтобы мы были вместе? Я верю, что Аллах и нас услышит. Уже поздно, я пойду. Не уходи, побудь еще немного. Сколько дней я тебя не видел? Хамдуллах на пастбище, поэтому я и смогла прийти. Будь он дома, ты бы меня вообще раз в месяц видел. Ладно, я пойду. Мама, что ты делаешь? Эта работа не для тебя. Дай я. Что правда, то правда. Нет у меня прежних сил. Ничего не могу делать. А тебя разве дома найдешь, чтоб дело поручить? Где тебя носит? С девочками была. Мы с отцом о тебе говорили. И что же говорили? Пойдем. Подойди, доченька. Садись. А где отец? Пошел к старейшинам. Доченька, ты уже взрослая девушка. Тебе пора кое над чем задуматься. Над чем, мама? Скажи. Когда к тебе стучится счастье, ему надо открывать двери. Нельзя убегать от своей судьбы. Мы хотим выдать тебя за Усмана. Что? За этого придурка Усмана? Мужчина, который сам зарабатывает себе на кусок хлеба, придурок? Во всем селе нет другого человека, кого я так ненавижу. С каких пор он мужчина? Замолчи. Что ты понимаешь в мужчинах? Ты еще ребенок, чтобы говорить о таких вещах. Если ребенок, почему же вы так спешите избавиться от меня? Для родителей превыше всего счастье их детей. Нам надо благополучно устроить вашу жизнь, чтобы со спокойной душой оставить этот мир. Тогда жените Хамдуллаха. Он же старше меня. Мы хотим выдать тебя за богатого парня, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Богатство сегодня есть, а завтра нет. Лучше выдайте меня за умного. И кто же этот умный? Ярмет. Ярмет? Да что ты нашла в этом нищем оборванце? Мама, не ломай мне жизнь, выдавая за Усмана. Дай мне выйти за любимого. Образумся. Слушай, что тебе говорят.
Считай, что мы тебя уже выдали за Усмана. Слышишь? И еще, имей уважение к старшим. Тебе совсем не жаль меня? Я и дня не проживу без Ярмита. Замолчи, бесстыжая. Почему ты не хочешь меня понять? Довольно. Это твое окончательное слово? Да. Тогда и ты услышь мое окончательное слово, мама. Не буду я женой Усману. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. О, святой пир, ты моя последняя надежда. Ты стольким помог. Теперь и я прошу твоей помощи. Помоги мне. Смягчи сердце моей матери. Не дай ей разлучить меня с Ярмитом. Умоляю тебя, помоги мне. Эй, Яргунат, что ты тут делаешь? Ты плачешь? Не разрывай мне сердце. Скажи, что случилось? Меня выдают за другого. Не за Ярмита. А за кого же, а? За Усмана. Не может быть. Ах, Эминат. Ох, Эминат. Как будто у нее 10 дочерей. Своими же руками свое дитя в огонь бросает. Что же мне делать? Как быть? Не распускай нюни. Будешь слабый, повторишь мою судьбу. А ты думаешь, Суна никогда не была молодой, а? Когда-то я тоже была влюблена. Я была единственной дочерью в семье. Родители не выдали меня за любимого. Отдали за мужчину на 20 лет старше. Словно заживо похоронили. А муж умер через 3 года. И осталась я вдовой. Не дал мне Аллах и ребенка. Был бы мне опорой на старости лет. Суна, если даже мир перевернется, я не буду принадлежать никому, кроме Ярмита. Милая, Аллах велик. Он поможет, успокойся. Пойдем. Я хочу побыть одна. Ну, тогда оставайся. А меня Зулейха пригласила. Пойду к ним. Здравствуй, Яргунат. А ты что тут делаешь? Я каждый день по этой дороге хожу. С мельницы иду. Яргунат. Чего тебе от меня нужно? Отвяжись. Яргунат, послушай. Я днем и ночью о тебе думаю. Я с ума по тебе схожу, понимаешь? Ты мне веришь? А ты? Ты же знаешь, что мы с Ярмитом любим друг друга. Зачем же, зная это, ты произносишь мое имя? Не дорос еще твой Ярмит. Откуда ему знать, что такое дом, забота о жене и детях? Я бы на твоем месте забыла имя девушки, которая любит другого. Яргунат, твое имя чище цветка.
Если бы я не был в этом уверен, то и не посмотрел бы в твою сторону. Девушку сватают многие, а достается она одному. Мы ведь не враги с тобой. Парень ты видный, да и добрый. Вот, Гадфар сохнет по тебе. Ты не одна, Гадфар. Ты многим девушкам в селе нравишься. Но мне ты безразличен. Не люблю я тебя и никогда не полюблю. Когда-нибудь полюбишь. Все богатства мира я брошу к твоим ногам. Ты меня плохо знаешь. Если даже женишься на мне против моей воли, твоей я не стану. Помни об этом. И не говори потом, что я тебя не предупреждала. Все равно ты будешь моей. Это я тебе говорю, Усман. Ярмит, это ты? Я весь день тебя ищу. Я сегодня из дому не выходила. Спускайся. Надо поговорить. Мама проснется, увидит, что меня нет, весь дом поднимет. Да ей сейчас 10-й сон снится. Прошу тебя, спустись. Дай гляну, не проснулась ли? Ладно, спускаюсь. Иди. Не бойся, иди. Что случилось, Иргунат? Почему ты плачешь? Наши хотят. Что? Что ваше? Наши хотят выдать меня за Усмана. За кого? За Усмана? Не может быть. Разве я умер, чтобы тебя отдавали за другого? Как не просила, не умоляла. Все без толку. Родители все уже решили. Раз так, тогда я тебя украду. Ты только согласись, уедем отсюда. У меня сердце разорвется, если ты выйдешь за другого. Ты понимаешь, Яргунат? Думаешь, мне легко? Что поделать? Видно, не судьба нам быть вместе. Яргунат, принеси мне воды. О, Аллах, надо идти, мама проснулась. Ну где же ты? Принеси воды.
Что случилось, Ярмет? Не пугай нас, сынок. Ночью тебя не было дома. Что случилось? Скажи, сынок, скажи, что случилось? Почему не отвечаешь? Скажи что-нибудь. Что стряслось? Яргунат хотят выдать за Усмана. Что? Вы слышите меня? Ярмет. О, Аллах, да что же это такое? Вы слышите меня? Яргунат? Здравствуйте, тетя Овсият. Что же вы там стоите? Заходите в дом. А дома кто есть? Только мама. Послушай, Ярмет ждет тебя около пира. Хочет что-то тебе сказать. Иди скорее. Яргунат, это ты? Эминат, это я. Нам надо поговорить. Не стоит тянуть, Овсият. Я свое слово сказала. Как ты бессердечна. Ты словно заноза между молодыми. Аллах все видит. Пожалеешь, но будет поздно. И передай своему сыну, пусть больше не произносит имени моей дочери. Усман услышит, не сдобровать твоему сыну. Ведьма. Что-то мне не нравится ее сынок. Надо бы поторопиться со свадьбой. Ты права. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Усман, какими судьбами? Возлухдага. Хочу сказать тебе кое-что. Ты из села приехал? Что случилось? Не знаю даже, как сказать. Ты ведь знаешь, сегодня наши идут к вам свататься. Я возвращался с мельницы и возле пира увидел... Усман, говори яснее, не темни. Ярмет и Яргунат. Что случилось? В чем дело? Амдулла! В чем дело? Амдулла! Амдулла!
Я своими глазами видел. Дай Аллах счастья нашим детям. Аминь. Хамдулла, ты когда вернулся? Вот видите, Аллах нас услышал. Мы о свадьбе Яргунат говорили. Дай Аллах и Хамдуллаху счастья. Да исполнит Аллах их все желания. Пусть будут счастливы. Хамдулла, ты вернулся? Да, закончил дела. Вернулся. Выпьем чаю. Иди скорее. Иду. Поторопись. Ярмет! А ну стой! Подонок! Вздумал украсть мою сестру? Не надо, Хамдулла! А ты замолчи! С тобой я дома поговорю. А ну-ка иди сюда! Садись на коня, я сказал! Не бей его! Мы любим друг друга! Закрой свой рот! Не бей его! Не бей! Думали, что сможете убежать от меня? Здравствуй, Усман. Здравствуй, Гадфар. Как поживаешь? Говорят, ты женишься. Да, Гадфар. Скоро моя свадьба. Как можно жениться на девушке, которая тебя не любит? Все село знает, что Яргунат любит Ярмита. Она тебя не любит, Усман. Если бы не любила, разве согласилась бы выйти за меня? Я пойду, Гадфар. У меня много дел. Да, не забудь прийти на свадьбу. Буду ждать. Ты совершаешь ошибку, Усман.
Яргунат любит Ярмита, а не тебя. К свадьбе готовитесь? Да, все в порядке. Что случилось, Амдуллах? Что за шум? Ничего не случилось. Просто спрашиваю, все ли в порядке. Сынок, все дела уладятся. Вот и хорошо. Яргунат, как ты? Все хорошо, мама. Ярмит, что с тобой, брат? Родненький ты мой, что за вид у тебя? О, Аллах, за что мне такое наказание? Ярмит, что случилось? Да ответь же. Ярмит, сынок, почему ты молчишь? Доченька, что случилось? Ты что-то без настроения. Отец, Ну? Говори, доченька. отец, ты знаешь, Доченька, освежи чай Бывает. брату. Ничего страшного. Дай Аллах тебе счастье. Спасибо. Аминь. Аминь. Спасибо. Ярмит, ты не встаешь? Встань, поешь хоть немного. Еда? Бананы только эти? Нет, еще есть, ребята ведут. Очень хорошо. Загоняй, загоняй. Аббас, пойди пригони теленка. Сейчас. Суна, Да, родная. ты говорила, что наш пир всем помогает, исполняет мечты. Почему же он мне не помог? Пир не виноват. Виноваты мы сами. Мы вечно думаем, что скажут люди. Боимся чужих упреков. Я не стану женой Усмана. Аллах посылает испытания рабам своим, но не оставляет их без надежды. Поверь мне. Заходите, девочки, заходите! Девоньки, девоньки идут гурьбой, одна красивее другой. Поздравляем. Спасибо. Дай Бог, и у вас в доме будет свадьба.
В доме будет свадьба. И твоим детям желаем. Добро пожаловать! Твой приход, что солнце восход. Дай Аллах тебе счастье, да расцветут твои следы, да прижиться, укорениться тебе, пусть повезет нам с тобой. Будь счастлива, да уродится от тебя 7, а от 7 17. Дай Аллах тебе счастье. Добро пожаловать в свой дом, невестушка. Пусть дом наш наполнится счастьем. Будь счастлива. Прости нас. Мы не смогли помочь. Такая уж у вас судьба. Яргунат, что ты наделала? Ты должна была стать моей. Ты слышишь, Яргунат? Нас не Аллах разлучил. Это они нас разлучили. Эти чудовища, эти изверги нас разлучили, Яргунат. Они не дали нам быть счастливыми. Яргунат, я пришел. Я здесь. Отзовись. Уйдем отсюда, Яргунат. Давай уйдем. Ты слышишь меня, Яргунат? Убирайся прочь отсюда! Заткнись, щенок! Я тебя убью!
Убирайся! Ярмин, постой! Перестань! Отпустите меня! Остановитесь! Отпустите меня! Успокойся, Ярмин! Подонок! Остановись! Яргунат! Яргунат! Не плачь! Не плачь! Люди, остановитесь! Война началась! На почту пришло сообщение. Гитлер напал на нас! Вы понимаете? Война началась! А вы здесь друг друга убиваете! Вот уже 3 дня, как фашистская Германия напала на нашу страну. Ожесточенные бои идут у Брестской крепости. Советские солдаты героически сражаются с фашистскими захватчиками. Дорогие радиослушатели, в ближайшие часы товарищ Сталин выступит перед советским народом. Ты теперь моя законная жена. И ты в моей воле. Ты прав. Все в твоей воле. Тогда возьми кинжал и убей меня. Пусть и для меня все закончится, и для тебя. Яргунат! Ну как мне еще с тобой говорить? Почему ты меня унижаешь? Бесья! Хватит! Хватит над нами издеваться, сатана! Аллах знает, что ты вытворяла с Ярметом. Если ты отдала сердце ему, почему тебя занесло в мой дом? Разве других девушек не было в селе? О, Аллах! Как в гнездо сокола попал воробей? Сатана! Тогда зачем? Зачем же твой сын женился на такой распутной девушке? Кто из нас сатана, я или он? Заткнись! Паршивка. Змея подколодная! Чтоб тебе никогда счастья не видать! Никогда! Усман! Усман! Доброй ночи. Эминат, кто это пришел? С доброй вестью. Эта соседка пришла. Хамдулла пришел? Нет, не он. Спи. Заходи. Хорошо, хорошо. Проходи, садись. Эминат, ох, что мне делать? Вот уже неделю я в чужом доме, а твоя дочь и близко не подпускает парня. Где это слыхано? Никак не угомонится. Все плачет и плачет. И Усмана жалко. На престол жениха взошел, а счастья не нашел. Смотрит на кинжал, который твоя дочь положила посреди постели, и тает, как свеча. Что же делать? Ну, кто знал, что так будет? Сколько дней девочка даже капли в рот не брала. Ты, мать, уговори ее.
А Салихат что говорит? А что ей говорить? Ходит, как в воду опущена. Все знают, что Эргунат не будет женой Усмана. Послушай, верни свою дочь в отцовский дом, пока не поздно. Как я верну ее в отцовский дом? Что скажут люди? Пусть лучше уж там и умрет. Мне больше нечего тебе сказать, Минат. Каменное у тебя сердце. Велханов Рамик. Здесь. Кадимов Телман. Здесь. Алимов Мардан. Здесь. Tahirov Aydın. Здесь. Бубаханов Решадет. Здесь. Рефиханов Шурхай. Здесь. Крымханов Самир. Здесь. Юргулиев Рашид. Здесь. Ну что там, сынок? Что это? Документы. Какие документы? Если бы не эти документы, ты бы меня больше не увидела. А отец не с тобой Отец был? остался у комиссара. Сказал, позже придет. Сыночек, скажи честно, тебя ведь не заберут? Нет, меня нет. Ты бы видела, скольких забирают из села. И щенок тоже там был. Какой щенок? Ярмет. И мать, и сестра его. Все там были. Вот и хорошо, что забирают. Поскорее бы. В печенках уже сидит. Вряд ли он с фронта живым вернется. Усман, Усман, документы хорошо спрячь. Сыночек мой родненький. Мамедов, машина готова? Ярмет, как же мы тут без тебя? Ребята, по машинам. Как же я забыла. Возьми это, Ярмет, бери. Говорят, там холодно. Береги себя. Девочки, помогите раздать вязаные носки. Возьми. Спасибо. До свидания. До свидания, отец. Время ехать по машинам. Быстрей, быстрей. Вы тут... Поторопитесь. Не плачьте по мне, слышите? В машину. Ярмет! Прощайте, ребята. Мы вас будем ждать. Приходит в себя. О, Аллах, ты услышал меня. Тетя Минат, ей нужен покой. Пусть приходит в себя. Где можно руки помыть? Сюда. Где я? Ты у нас дома, дочка. Мама, у меня сжет в груди. Пройдет, дитя мое. Мама,
Отец не выгонит меня из дома. Что за вопрос? Разве это не твой дом? А брат? Девочка моя. Мы вернули тебя с того света. Аллах подарил нам тебя во второй раз. Ярмит. Если бы ты не заморочила мне голову, до этого бы не дошло. Не время для упреков. Яргунат. Помнишь, как-то в детстве мы пошли к реке? Не знаю, как вышло, но я забыл про тебя, и ты упала в реку. Никак не могу этого себе простить. Я должен был держать тебя за руку. Но я не смог этого сделать. Прости меня. Этому сукину сыну Усману я голову проломлю. Угомонись, сынок. Усман тут ни при чем. Это мы виноваты. Не подливай масло в огонь. Что ты говоришь? Да я его на куски порежу. Амдулла, сынок, мужчина должен прежде всего иметь терпение. Немного потерпи. Ладно тебе, терпение, терпение. Кончилось мое терпение. Нам что, платки на голову надеть? Щенок! Совсем обнаглел? Не слышишь, что тебе старшие говорят? Мохаммед! Мохаммед! Я больше так не могу. Умоляю вас, простите меня. Я не могу больше оставаться в этом селе. Не уходи, сынок! Не гаси мой очаг! Война принесла в наше село горе, печаль, слезы. Жизнь потеряла краски. И хотя бои шли далеко отсюда, но на сердце у каждого были раны, оставленные войной.
Тават вышла замуж, обзавелась большой семьей и не могла часто навещать мать. За состарившейся от горя Овсият ухаживала Яргунат. Любовь к Ярмиту сблизила их. Сынок, сыночек, родненький мой Ярмит, где же ты? Что-то тяжко на душе. Пойду пройдусь немножко. Пойди, походи немного. Тебе полегчает. Все хорошо, дочка? Куда ты собралась? Я ухожу, мама. Куда уходишь? В дом Ярмита. Что ты будешь делать там без Ярмита? Яргунат. Ярмит погиб на войне. Был бы жив, прислал бы хоть весточку. И Овсият умерла. Что ты там будешь делать одна? Ярмит жив. Сердцем чувствую. Если я переселюсь в дом Ярмита, он это почувствует и вернется, где бы ни был. Как ты будешь жить одна в заброшенном доме? Уже давно в доме Ярмита не горит свет. Свет его дома потух из-за меня, мама. Что ты такое говоришь, дочка? Как ты можешь оставить нас и уйти? Брат твой ушел, куда глаза глядят. Сердце нам разбил. Если и ты уйдешь, оставив отцовский дом, что о нас люди скажут? Сама подумай. С того дня, как вы насильно выдали меня за Усмана, у меня нет своего дома. Мама, умоляю тебя, дай мне самой справиться со своим горем. Одинокую женщину легко запятнать. Твое имя будут поливать грязью. Какое еще имя? Знай, на мне только одно имя. Имя Ярмита. Яргунат, твой отец не выдержит этого. Не уходи! Яргунат! Ярмит. Ты меня слышишь? Твоя Яргунат пришла в твой дом. Помнишь ли ты меня? Я знаю.
Сердцем чувствую, что ты жив. Иначе ты не снился бы мне каждую ночь. Если жив, почему же ты не откликаешься? От Хамдуллаха нет никаких вестей. Бросил нас. Не знаю, что я отвечу Аллаху. И Яргунат по нашей вине несчастна. Мы сами разрушили свое родное гнездо. Ты поправишься, Мохаммед. Иншаллах, скоро поправишься. Даже после смерти отца Яргунат не вернулась в родительский дом. Она продолжала жить одна в доме Ярмита и все ждала его. Гостей не примешь, дочка? Проходите, проходите. Гость – подарок от Аллаха. Почему бы не принять?
Мы пришли сюда по делу. Чего уж скрывать. Есть у меня деверь. Как увидел тебя, так и покой потерял. Он направил нас сюда. Теперь скажи свое слово. И если дашь согласие, то пришлем к тебе брата. Я ведь не свободна. Я невеста Ярмита. И дом этот принадлежит Ярмиту. Не трать попусту свою жизнь в 4 стенах. Я жду Ярмита. Сердце мне подсказывает, что он жив. Прошу вас, не беспокойте меня больше по этому поводу. Ну, мы пойдем тогда. Ну, тогда мы пойдем. Пусть будет по-твоему, дочка. Пусть Аллах услышит твои молитвы. Пусть Аллах обрадует тебя. Люди! 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 Война закончилась! Война закончилась! Ты слышишь, дядя Нефтула? Война закончилась! Теперь твой сын вернется! Война закончилась! Спасибо тебе, Суна! Милая, война закончилась! Дай Аллах, и твой брат вернется живой и здоровый! Сынок, война закончилась! Закончилась! Война закончилась, но раны, оставленные ею, были очень глубоки. В одних домах вновь воцарились смех и радость, в других навечно поселилось горе. Многие мужчины так и не вернулись с фронта. Еще долго их родные, поднимаясь на холм над дорогой, смотрели вдаль в надежде дождаться своих любимых. Не вставай, я ухожу. Яргунат. Шакавалфи, давай зайдем в дом. Давай. От брата есть вести? Письма хотя бы пишет? Входи, мама. Поднимайся. А ребенок откуда? Это Садир, мама. Садир. Садир? Да, мама. Спасибо, Тават, что отдала его мне.
С тех пор, как она забеременела третьим ребенком, я все мечтала забрать его у нее. Ей трудно управляться с 3 детьми. Я предложила ей отдать мне 3-го малыша. Спасибо ее семье, не отказали. Теперь и мне есть чем заняться. Да. Это благое дело. Ты все правильно сделала. Пусть будет по-твоему. Дочка, в своем доме тебе было бы легче. Я даже умереть спокойно не могу, зная, что оставлю тебя одну. Не плачь, мама. В один прекрасный день Ярмит вернется домой. И Амдулла вернется. Женишь его, появятся у тебя внуки. Они и порадуют тебя. А отцом кого запишешь? Как кого? Ярмита. Садир, сын Ярмита. Да исполнит Аллах твои желания, дочка. Пойду сошью внуку одеяльце и одежду. Сынок, Садир, сколько можно повторять? Не ходи тут один. В траве змеи водятся. Ну хватит, мама, мне уже 15 лет. Какие еще змеи? По-твоему, я их боюсь? Яргунат, приложив много усилий, воспитала Садира, дала ему образование. Учась в Баку, Садир часто навещал свою мать. Когда он получил ученую степень, счастью Яргунат не было предела. Однажды Садир получил приглашение на симпозиум в Турцию. Прогуливаясь по улицам Стамбула, он решил отдохнуть в ближайшем ресторанчике. Geçti bizden sevdaluk, al cebundan saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebundan saçları. Hoy oy 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 oy, hoy oy 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 oy. Ой, 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 ой. Начнем репетицию.
Сейчас вернусь. Извините, я хочу вам кое-что сказать. Если я не ошибаюсь, вы говорите по-лезгински. Можете уделить время для гостя? Почему нет? Мы любим гостей. Меня зовут Садир. Меня очень заинтриговала песня, которую вы пели. Откуда вы знаете лезгинский язык? У меня отец лезгин, а мать турчанка. Лезгинскому меня отец научил. Мое почтение вашему отцу. Спасибо. Откуда вы знаете песню Йоргунат? Мне казалось, что кроме моей матери ее никто не знает. Серьезно? Да. В Азербайджане есть Кусарский район, а в этом районе село Яргун. Это моя родина. Мою маму зовут Яргунат, что значит «девушка из Яргуна». И мой отец оттуда. Не может быть. А как зовут отца? Ярмет. Ярмет, сын Садира? Да, Ярмет, сын Садира. Что с вами? У меня такое чувство, как будто мы 100 лет знакомы. Ты будто мой старинный друг, вернувшийся после долгих лет отсутствия. И мне столько всего нужно рассказать тебе. И мне кажется, что я давно, очень давно знаю тебя. Вот что значит свела судьба. Это так. Как хорошо, что мы не родные брат и сестра. Я безумно этому рад. Дома меня заждались, наверное. Мне надо идти. Наша даже не знает, где я. Честно говоря, совсем не хочется уходить. Завтра ждем тебя в гости, хорошо? И никаких возражений, понял? Как же мне дотерпеть до завтра, не видя тебя? Пошли. Это мне? Какой красивый цветок. Заходи. Хорошо. Познакомься, Садир. Это моя мама, Медина. Очень приятно. Добро пожаловать, сынок. Проходи, садись. Это фото моих родителей в молодости. Лезгия, дочка, помоги мне. Иду, мама. Жаль, что Ярмета нету дома.
Он только вчера уехал в Измир к сыну. Вернется через неделю. Сколько лет он думает о поездке на родину? Но никак не соберется с духом. Тетя Медина, расскажите мне о вашем муже. Сынок, ты с дороги. Попей сначала чаю, потом я все расскажу. Мама, что ты говоришь? Садир же не выдержит. Не видишь, каково ему? Сынок, Ярмет прошел через такое. Мы жили в маленьком селе. Это было через несколько лет после окончания войны. Однажды разнесся слух, какой-то чужестранец хочет поселиться у нас. Люди говорили, что это сбежавший из плена советский солдат. В то время советских солдат, побывавших в плену, на родине сажали в тюрьму как предателей. Поэтому многие из них не возвращались домой, а находили себе пристанище на чужбине. Я понимала, что у него на сердце какое-то горе. Он был мастером на все руки, и все его любили. Когда он строил себе дом, сельчане дружно помогли ему. Всех нас беспокоило лишь одно. Он был очень нелюдим. Он плохо говорил по-турецки. Вечерами на сеновале он играл на свирели свои родные мелодии. Здравствуйте. Здравствуйте. От этой мелодии душа плачет. Кто причинил вам боль? Все хорошо. Кажется, это мелодия ваших краев? Вам понравилось? Очень понравилось. Вас вчера не было. Я не могла уснуть до утра. Я успела привыкнуть к вам. Благодарю вас. Своим появлением вы скрасили нашу жизнь. Добрый вечер. Добрый вечер, Медина. Как вы? Говорят, вы заболели? Пустяки. Кажется, у вас жар. Пройдет. Я вам молока принесла. Не стоило беспокоиться. Мне даже неловко. Спасибо. Пейте, приятного аппетита. Давно такого вкусного молока не пил. Вспомнил родные места. Вспомнил свое село. На здоровье. Ну, я пойду. Стакан забыли. Как и многие девчонки нашего села, я тоже была влюблена в Ярмета. И я ему нравилась. Сначала родители не хотели выдавать меня за него. Но в итоге согласились. Мы сыграли свадьбу. Но печаль его не проходила. У нас родился сын. Однажды среди ночи я проснулась, как ужаленная. Ярмета рядом не было. В ту ночь я поняла многое. Но я ему ничего не сказала. Решила, что сам расскажет, когда захочет. Так прошло несколько лет. Когда у нас родилась дочь, Ярмет назвал ее Лезгией. Только спустя годы он рассказал мне обо всем, что пережил. Это было время, когда в вашей стране объявили амнистию. И бывшие военнопленные могли вернуться на родину. Тогда и Ярмет собрался ехать. Но узнав от кого-то о кончине матери, передумал. «А как же Яргунат?» – спросила я.
У нее свой дом, своя семья, ответил он. Но все равно ему часто снилось его родное село. Чай остывает. За такое короткое время мы стали друзьями. Я словно ожила. Ты меня изменил. Ты так меня к себе привязала, что теперь никого кроме тебя замечать не буду. Разве профессора замечают что-то, кроме книг? Замечают. Но за свою жизнь всего однажды, и тогда теряют голову, как я. Лизгия, я уезжаю с тревогой на душе. А вдруг мы больше не увидимся? Разве такое возможно? Ты же видишь, как в жизни бывает. Разве мог мой отец, например, знать, что навсегда разлучается с родиной? Я не смогу без тебя жить. Пусть Аллах не испытывает нас так сурово. Кто мог подумать, что наши пути так пересекутся? Это и называется судьбой. Я верю в судьбу. Пойдем, Лизгия. Я сделаю все, чтобы вы в самом скором времени смогли приехать в Азербайджан. Мы сразу же приедем. Только дай знать. Лишь спустя год Ярмиту удалось приехать на родину. Все это время Садир скрывал эту весть от матери. Он каждый день молил Аллаха, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы судьба позволила ей вновь увидеться с Ярмитом. В те годы такие вопросы решались в Москве. Проживающие за границей бывшие советские солдаты для того, чтобы вернуться на родину, должны были собрать огромное количество документов. Наконец, Ярмит получил разрешение. Он отправился на родину, с которой судьба разлучила его 40 лет назад. Ты вернулся. Живой. Мама! Брат, родной, да благословит Аллах дороги, что привели тебя. Тават,
Сестричка моя дорогая. Твой приход, солнце восход. Вернулся твой Ярмет. Саду, что же ты стоишь? Заходи, Яргунат, заходи. Я думала, ты спишь. Иногда мне кажется, что все это во сне. Ты рядом, а я все глазам не верю. Думала, когда ты вернешься, заживут мои сердечные раны. Выходит, я обманывала себя. Когда ты был далеко, ты был мне ближе, чем сейчас. Каждое утро, проснувшись, я говорила: «Доброе утро, Ярмет». Бывало, приготовлю что-нибудь вкусное, накрою на стол и мечтаю, что ты во главе стола сидишь. Каждую ночь я засыпала, согреваясь теплом твоих рук. Почему я говорю тебе об этом? Откуда я мог знать, что ты сможешь противостоять нашим обычаям? Откуда? Я и представить себе не мог, что ты одна и ждешь меня. Был уверен, что ты жена Усмана. Я и подумать не мог, что ты ради меня сможешь вынести столько страданий. Вот так и прошла вся жизнь мимо. Порой мне кажется, что Садир наш с тобой сын. Иногда вижу в нем свои черты. Мне это многие говорят, Ярмет. Ты слышишь? Это наша песня. Эта песня познакомила наших детей. Этой песней мы передали свою любовь нашим детям, Ярмет. Береги Лезгию, Яргунат. Лезгия, моя душа. Мне в этом мире дорого все, что связано с твоим именем. Видя их счастье, я забываю о своем горе. Как бы я хотел прийти в этот мир еще раз. Чтоб пережить столько горя заново? Нет. Чтобы исправить все ошибки. Стол накрыт, вы идете? Идем, доченька, идем. Яргунат, помнишь нашу первую беседу? Беседу? Или ссору? Мы оба возвращались с пастбища с козами. У тебя был букет земляники. Я тебе сказал: «Эй, ну-ка отгони своих коз в сторону». А ты ответила: «Как мне их отогнать? У меня же земляника рассыплется». А ты разозлился. Из-за твоей земляники мои козы должны свалиться в пропасть? Ты была так красива, Яргунат. Я впервые видел тебя так близко. Помнишь тот день, когда мы пошли собирать боярышник? Разве такое забудешь? Я, Тават и Гатфар только пришли на поляну. Как же я обрадовалась, когда вы с Шахмиром и Кадыром тоже пришли за боярышником. Я только потом узнала, что это было делом рук проказницы Тават.
Это она мне шепнула, что вы собираетесь на поляну. А ты был тот еще хитрец. Отправил бедолаг Шахмира и Кадыра за боярышником, а сам спину грел под солнцем. Жалко ребят. Оба погибли на войне. Да помилует их Аллах. Какие душевные ребята были. Все были на моей стороне. Только твои отец и мать меня ненавидели. И Хамдуллах. Кстати, я его не увидел. Где он? Слава Аллаху, в Баку живет со своей семьей. Пойду принесу воды. До свидания, Яргунат деде. Береги себя. До свидания, доченька. Счастья тебе. Дожила я до этого дня. Передай матери от нас привет. Да сбережет ее Аллах за то, что берегла Ярмета. Заботься об отце. Мама, ну хоть теперь отдохни. Я вернусь через пару дней. Хорошо, сынок. Яргунат, увижу ли я тебя еще когда-нибудь? Кто знает, все может быть. Вчера мы с Адиром были на кладбище. Рядом с родителями я приметил место для себя. Завещал, чтобы меня похоронили рядом с ними. Видишь, какой ты. Опять обо мне забыл. Неужели там не было места для меня? Мог бы сказать, чтобы меня рядом похоронили. В этом мире нам не довелось быть вместе, но в ином мире могли быть рядом. Что было, то было. Ничего не поделаешь. Как мне дальше жить без тебя? Как жил до сих пор, так и живи дальше. Прости меня, Яргунат, за все. Если сможешь, прости. Ступай, Ярмет, ступай. Мне казалось, что когда-нибудь ты вернешься в мою жизнь теплым солнцем. Откуда мне было знать, что ты холодное солнце? Ты холодное солнце, которое никогда не согреет мою жизнь, не принесет мне счастья. Ты во второй раз ворвался в мою жизнь холодным солнцем. Принес зимнюю стужу моему израненному сердцу. И все равно я благодарна Аллаху. Я хотя бы узнала, что ты жив. За меня не волнуйся. Я с прежним терпением, прежней любовью буду держаться. Ступай, Ярмет, ступай. Мне достаточно и воспоминаний о тебе.
Сбегай на родник, принеси мне воды. Что-то у меня в груди жжет. Бегу сейчас. Так заканчивается эта грустная история, взятая из реальной жизни. Судьба, соединившая наших героев через 40 лет разлуки, вновь разлучила их. Но их большая любовь не умерла. Она до сих пор живет в сердцах людей.